Еврорадио.ФМ. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Гэта стартапніца, сумесны праект нашай станцыі і сайта bel.biz пра дзёрзкіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія укладаюць іх свае грошы, а таксама пра экасістэму, экаклімат, які спрыяе развіццю стартапаў. Як заўжды, у нашай студыі Юлія Няхай, рэдактарка bel.biz, медыа і магуру. Прывітанне, Юлія. Привет. І сёння у нас незвычайны госць. Вось здараецца часам, што мы маем гонар, маем магчымасць запрасіць у студыю чалавека, які можа распавесці, як са стартапамі сітуацыя ў іншых краінах. І у нас сёння госць з Грузіі, гэта Іраклі Кашыбадзе, SEO Future Laboratory і колішні кіраўнік агенцтва па інавацыях і Господи, я забыўся, як яно называецца. І тэхналогіях Грузіі. Прывітанне. Міністэрства эканомікі. Іраклі. Іраклі, вы, відаць, не вельмі разумееце мяне зараз, да, таму што я размаўляю па-беларуску, а перайду на рускую мову, тады, каб мы з вами знайшлі больш агульнай мовы, агульных словаў. Ираклий, еще раз здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте, мне очень приятно здесь находиться. Расскажите, пожалуйста, вот до 2013 года, получается, в Грузии не было никакой, как это сказать, государственной политики, направленной на развитие стартапов. В 2014 году было создано агентство, первым руководителем которого стали вы. Что изменилось? Как вы пришли к тому, что нужен такой централизованный государственный орган для того, чтобы развивать эту экосистему, и что удалось изменить за 5 лет? До 2014 года существовало несколько государственных структур, которые по-разному занимались информационными технологиями, инновациями. Это были какие-то эпизодичные процессы, проекты, которые в большинстве не давали стране такого масштабных изменений, масштабных процессов, которые несли бы радикальные изменения для развития инноваций и стартапов в стране. Мы начали работать активно по этому направлению. До создания агентства работал в Министерстве экономики, руководил направлением ИКТ, потом мы добавили туда инновации и вот начали реформу. То есть вначале никто серьезно нас не воспринимал. Все говорили, для чего нам инновации, что это вообще такое, для чего нужны стартапы. Но как-то появились несколько человек, которые нам поверили, в том числе наш куратор, заместитель министра экономики Дмитрий Кумсишвили. Потом мы говорили уже и с премьер-министром, тогда был Бедина Иванишвили, и вот министр экономики Георгий Перикашвили. То есть все эти люди поверили, дали зеленый свет, и начался процесс подготовки этой реформы, в котором участвовал в том числе и Всемирный банк. Вначале мы тоже хотели, как и Белоруссия, быть ориентированы только на экспорт услуг программного обеспечения, но потом мы, когда разговаривали уже с экспертами, работали, мы поняли, что надо делать комплексную экосистему инноваций в стране для развития стартапов. А можете рассказать подробнее, что такое экосистема инноваций? Да. Экосистема инноваций — это фактически взаимосвязанные компоненты, которые включают в себя как и инфраструктуру для инноваций, программы и проекты по развитию навыков и конкурентоспособности. Это процессы доступа к финансам, доступа к рынкам и другие элементы, в том числе законодательные, которые в общей связке дают возможность как и экономить государству ресурсы для развития стартапов, так и создавать правильные этапы того, как человек приходит с идеей, у него получается, не получается, будет работать команда, не будет, ему нужны знания, ему нужна консультация, менторская поддержка. И все эти элементы дают качественные и конкретные сервисы для развития от идеи уже к конкретному стартап-проекту. То есть, в общем, невозможно развивать стартапы только, например, говоря о венчурном финансировании или о чем-то другом. То есть необходимо полномасштабное и
так сказать, комплексное развитие этого процесса. А можете вот уточнить, за время работы агентства, получается, насколько вам удалось увеличить количество IT-специалистов и стартапов в стране? То есть вообще население Грузии, для справки, это 3,7 миллионов, 3,5 миллионов человек, да, население Тбилиси 1,5 миллиона человек, и вот какое у вас количество стартапов? Ну вот, как вы уже заметили, я тоже сейчас расскажу, то есть процесс начался фактически с нуля в 2014 году. То есть ничего не существовало, никаких там, ни технопарка у нас не существовало других А лабораторий. стартаперы-то были? Ну, Отдельные, как хотя бы таковые, молодые люди какие-то, которые формируют команды, бизнесы? Это тоже было не очень популярно у нас. То есть не было каких-то таких стартап-движений. Не проводились активно какие-то там хакатоны, встречи. То есть Слово было не в обиходе стартапа. да, не было Ну, как в в Беларуси, обиходе. собственно. Да, больше предпочитали работать на хорошей работе, и никто не хотел рисковать, потому что не было какого-то стимула. И главным процессом было то, чтобы изменить эту парадигму, изменить образ мышления. И реально вот за 2,5 года, когда я был в руководстве, мы очень много работали над тем, чтобы это стало трендом. И это стало тем, что люди уже в 2016 году начали уходить из банков с хорошей работы, с других компаний, начали участвовать в стартап-конкурсах, создавать свои стартапы, получать финансирование от государства. И, ну, как я уже сказал, у нас сейчас бум стартапов в Грузии. Сколько у вас сейчас стартапов? Трудно сказать так по количеству, но это число перманентно растет. Только государство финансирует в год до 100 стартапов разного рода финансовыми инструментами. Примерно 40 стартапов получают финансирование до $40 тысяч, и потом еще $25 тысяч в качестве того, что им помогает государство выходить на рынки, получать соответствующие тренинги. Это, в общем, уже выходит большая такая сумма. А на каких условиях оно финансирует? Оно входит в капитал или это гранты? Это грантовая поддержка. У нас до этого существовала такая негативная история по грантам, которые давали ученым для коммерциализации каких-то проектов. Но это не работает, мы это тоже поняли. То есть ученые очень хорошо работают в связке с предпринимателями, энтерпренерами, стартапами. Так что лучше давать деньги стартаперам, которые подключают ученых и совместно делают изменения в стране с помощью этих разработок и также выходят на международные рынки. То есть, получается, главное это, чтобы стартапер смог доказать государству, что он достоин денег, что он не потратит их впустую, и на выходе он ничего не должен. Ну, то есть, вот он получил 40 тысяч, и все. Да. То есть, что очень важно, процесс выбора этих победителей в конкурсе не осуществляется государством. То есть вот для этого государство привлекает экспертов, то есть действующих венчурных инвесторов из Силиконовой долины. Они приезжают, там, например, участвуют IBM Ventures, NEA, другие известные венчурные фонды, их представители, и они уже сидят и слушают питчи этих стартапов. И на базе уже их решения государство выделяет деньги выигравшим стартапам. То есть государство не участвует, и неправильно, чтобы оно участвовало, потому что нет такой компетенции. Я так понимаю, что это также лишает возможности коррупционеров как-то вмешаться в распределение грантов, потому что одно дело подкупить чиновника, а другое дело эксперта из фонда, у которого Силиконовой менеджмент делает по 200 миллионов, там по $500 миллиона фонда. Ну да, А вот такой вопрос. Есть ли кейсы, когда государство обращается за инновациями, за технологическими какими-то решениями к стартапам? Это очень интересный вопрос. И это очень важно, как и в спектре нашей страны, так и вот и наши тоже. Да, и ваши тоже. Потому что чтобы стартаперы решали какие-то проблемы, которые стоят перед государством. Они просто делают. Не только государство, но речь о том, что здесь тоже люди хотят жить и пользоваться современными какими-то технологиями, продуктами и прочее. В отличие от Беларуси, в Грузии 80%
тех предприятий, которые существовали в Советском Союзе, они не уцелели, то есть их или продали на лом, или там еще что-то сделали, но которые остались, у них есть очень хороший потенциал, которые нуждаются в инновациях. То есть что это такое инновации? То есть это улучшение производительности, внедрение каких-то новых процессов, выпуска какой-то новой продукции, которая будет нужна во всем мире. И как раз стартап, что это такое? Это в первую очередь экспертиза и креатив. Мгм. И эта экспертиза и креатив нужны, то есть синтез каких-то новых вещей нужен и предприятиям в том числе. Есть такие моменты. Например, есть в Грузии такой концерн, который производит яблочные соки. И у них остается примерно 6 тысяч тонн отжима, то есть, которые они выбрасывали. Мгм. А этим процессом заинтересовались стартаперы, они подключили ученых, и оказалось, что как раз из этих отходов можно делать такие интересные продукты. Там Клетчатки много. пектин, там можно и протеин из этого делать с помощью биотехнологий, еще другие направления. И компания получила гораздо больше от отходов, чем она получала от конкретного продукта, который производит. Мгм. Так что это можно делать в любых секторах, и нужны люди, которые найдут ученых, найдут соответствующие инновации и будут предлагать это уже существующим производством, в том числе немного устаревшим, и будут выводить их на новый уровень. Сябры, зараз нам час перарвацца на традыцыйны выпуск навінаў і кароткую, так, хаця ўжо музыку мы, відаць, паслухаць не паспеем, але тым не менш традыцыйны 2-хвілінны выпуск навінаў, пасля якога мы вернемся ў студыю Еўрарадыё. Мы размаўляем пра экасістэму стартапаў, якую будуе ў сябе Грузія, маленькая, але гордая краіна, фактычна 2,5 разы меншая за Беларусь, але якая ўжо даганяе Беларусь, здаецца так, па колькасці стартапаў. А можа ўжо нават і пераганяе. Нам дапамагае разабрацца з гэтым пытаннем Іраклій Кашыбадзе, CEO Future Laboratory. Цяпер час перарывацца. Вернемся ў студыю праз 2 хвіліны. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Абмен вязнямі паміж Расіяй і Украінай, пра які паведамілі ў Кіеве, зацягваецца. Сёння ён не адбудзецца, пра гэта паведамілі ў службе бяспекі Украіны. Адбыўся фальстарт, сёння ўначы былі паведамленні пра тое, што украінцы ляцяць дадому, але пакуль гэтага яшчэ не адбылося, заявила афіцыйная прадстаўніца службы бяспекі Украіны Алена Гітлянская. Раней расійскія СМІ са спасылкай на крыніцы пісалі, што да канца жніўня Масква і Кіеў абмяняюцца палоннымі. Паведамляецца, што Алек Сянцоў усё яшчэ ў бутырскай турме. Паводле інфармацыі боку абароны, сярод зняволеных, якіх пагадзіўся перадаць Кіеў, 12 расіянаў. Гэта людзі, якія бралі ўдзел у канфлікце на Донбасе альбо абвінавачваюцца ў дзяржаўнай здрадзе. Новы міністр замежных справаў Украіны Вадзім Прыстайка мае намер вырашыць крызіс на Донбасе. За паўгода паводле міністра ўжо актывізаваўся абмен палоннымі. Выступаючы ў Вярхоўнай Радзе, Прыстайка падкрэсліў, што Украіна ў выпадку прасоўвання ва ўрэгуляванні гатовая падумаць над выбарамі ў рэгіёне і над амністыяй для ДНР і ЛНР. Ад 1 студзеня ў нашай краіне вырасце мінімальны заробак на 45 рублёў. Было 330, а стане 375 рублёў. Раней прэм'ер-міністр Сергей Румас распавядаў пра планы павелічэння да пачатку 2020 года мінімальнай зарплаты да ўзроўню мінімальнага спажывецкага бюджэту. На сёння гэта 474 рублі. Атрымліваецца, што ў бліжэйшы час гэтай мяжы мы не сягнем. У Мінску шукаюць злодзея, які спецыялізуецца на крадзяжы ровараў. Гэта малады хлопец, толькі за жнівень ён украў ужо 7 ровараў. Почерк такі, што зламыснік перакуль свае драты з дапамогай шчыпцоў. Ён ужо неаднаразова патрапляў на відэа, міліцыянты просяць дапамогі ў апазнанні зламысніка. Відэа ёсць і ў нас на еўрарадыё.фм. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, гэта стартапніца, праграма «Як не складана здагадацца» пра стартапы. І сёння гэта праграма пра стартапы і пра экасістэму стартапаў у Грузіі. Колькі разоў я за апошнія 20 секунд сказаў слово «стартап», я не магу паверыць проста. Зараз у нашай студыі Юлія Нехай, рэдактарка bel.biz медыа і Магуру. Яшчэ раз прывітанне, Юлія. Привет. І наш госць Іраклі Кашыбадзе, гэта CEO Future Laboratory і колішні кіраўнік, не колішні, не просто колішні, а першы кіраўнік дзяржаўнага агенцтва інавацый і тэхналогій Грузіі, якое было створана 5 гадоў таму, і з якога грузінская дзяржава пачала сістэмную цэнтралізаваную падтрымку і развіццё стартап-экасістэмы ў краіне. Еще раз привитание. Ираклий, еще раз здравствуйте, Ираклий. Здравствуйте. Мы продолжим, еще раз продолжим разговаривать по-русски. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что Грузия, можно так сказать, даже немножко ориентирует стартапы на выполнение каких-то программ внутри, да, на то, чтобы они делали что-то для внутреннего рынка. Я вот для белорусского рынка, чтобы кто-то что-то сделал, могу вспомнить только валидаторы в общественном транспорте, и то не совсем стартап, и то очень сильно критикуется. Пожалуй, была такая критика. Ну вот приложения для банков, например, мобильные, да, вот это... Немножко все другое. Здесь да, вопрос это не стартап, а другом. IT в целом. Это вопрос в другом, вообще внедрение инноваций вот в повседневную жизнь. Но мне кажется, как вот я сталкивалась с этим, делая интервью, и как вот говорили эксперты, все утыкается в то, что если мы автоматизируем пропуск в общественном транспорте, то очень большое количество людей останутся без работы. Вот, и поэтому все сдержит дешевая рабочая сила. Кстати, как в этом смысле в Грузии? Насколько вот Тбилиси смарт-сити? И насколько вот государство, администрация Тбилиси обращаются к стартапам за технологиями? У нас был период, когда все делалось внутри государства, но сейчас эта политика там изменилась, активно подключаются. То есть это был период быстрых реформ, когда вот в 2004 году, 2005, 2006 все эти реформы делались, создавались дома юстиции. Необходимо было все делать очень-очень быстро, и даже не успевали там тендера объявляться. Потому это все было сконцентрировано в государстве. Весь IT-сектор туда мигрировал, но реально реформы очень интересные получились. Сейчас это все меняется, активно подключается частный сектор, в том числе и в процесс создания там транспортных систем. Это делает частный сектор для как и метро, так и для автобусов. Это мультифункциональные терминалы, которые могут обслуживать в том числе международные карты, Visa, MasterCard, то есть ты можешь прямо там оплачивать этими картами. Ну вот процесс очень интересный идет. Да. Очень интересный вопрос. Я думаю, что мы не будем его, наверное, обсуждать в рамках этой программы именно, но вот насколько сильное государство, как у нас в Беларуси, которое хочет все-таки все держать под контролем, которое во главу угла ставит, например, сохранение рабочих мест, а не развитие технологий, вот оно совместимо с развитой стартап-экосистемой. И вот еще интересное замечание, которое Ираклий сделал в самом начале программы, что наш парк высоких технологий все-таки действительно, опять же, как и государство, во главу угла ставит экспорт. И это всем понятно у нас, потому что экспорт — это приток валюты в страну. Валюты всегда не хватает, да, поэтому экспорт — это важно. И тут идет это все вразрез с работой IT-компаний и стартапов на внутренний рынок. Вот это любопытные детали. Мне кажется, нам надо найти эксперта, который бы, ну вот, во всяком случае, в Беларуси об этом порассуждал. Да, я просто не хочу в политику наш разговор как бы сталкивать, потому что много чего интересного обсудить. Ну, я хочу немножко. Окей. Да, я хотела прежде всего сказать, что Ираклий вообще вот приехал в Минск в этот раз по приглашению стартап-хаба и Магуру. Вчера он принимал участие в проекте B-Venture. Это такой цикл встреч ежемесячный, направленный на развитие венчурной экосистемы в стране. Вот. Была очень интересная встреча, и я знаю, что вот очень много хороших отзывов. Вы можете посмотреть ее на Ютубе, на канале Магуру. Вот. И сейчас мне хотелось бы задать вопросы Ираклию по поводу работы компании Future Laboratory. Это тоже очень интересно.
ваша компания разработала продукт, инструмент для вот изменения школы, да, то есть вы стартаперов начинаете учить еще вот со школьной скамьи. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, это было очень интересным, так сказать, этапом в процессе диверсификации продуктов нашей компании. Мы вначале, у нас был продукты более направлены на развитие тех же экосистем стран. Мы делали проекты в Молдове, проектировали 3 технопарка, там помогаем в Узбекистане, в Киргизии по смежным вопросам. Но потом мы занялись тоже вот сектором образования. И то, что мы там увидели, нас немножко ошеломило. Я думаю, эта ситуация не только в Грузии такая, но и во всех постсоветских республиках, и не только постсоветских республиках, потому что методы образования, обучения, они устарели. К сожалению, они ничего детей не обучают. То есть весь этот процесс и те научные исследования, которые вот в последнее время были сделаны, показывают, что человек обучается по-другому. Весь этот когнитивный процесс и все конструирование знаний происходит только при их использовании. А дети у нас сегодня пассивные слушатели. Их готовят к экзаменам, в них фактически убивается всякая креативность, инициативность. И вот есть последние исследование НАСА, что с 98% уровень креативности доходит до минимума при окончании школы ребенком. И в чем это отражается? Инноватор и стартапер — это в первую очередь инициативный человек. Это креативный человек, который привык делать изменения, который привык находить проблемы и решать их. А этого в школах не обучают. И мы сейчас вот как раз создали такие продукты. Мы используем методологию, которая тоже была раньше создана, но ее почему-то не апробировали. В школах это Project-Based Learning, метод проектного обучения, метод обучения основан на проектах, проблемах. И кроме того, что ребенок учится тому, как готовиться к реальной жизни, он еще и развивает навыки 21 века. То есть их тоже невозможно развить теоретически. Навыки такие, как эмоциональный интеллект, способность коммуникации, коллаборации, критическое мышление развивается только в процессе действий и взаимодействия социального. То есть нельзя в теории научить сотрудничеству? Нет. Да, невозможно. нужно Можете вот рассказать сотрудничать. подробнее, как выглядит учебный процесс? Да. Приходит ребенок в школу и что? Процесс выглядит очень интересно. То есть учитель становится уже фасилитатором, ментором. Он дает направление ребенку, и в последующем уже ставится вопрос, который ребенок пытается найти на этот вопрос ответ, и параллельно он изучает ту теорию, которая представлена в стандартных учебниках по направлению, которое изучается в школе. То есть это не отход от стандартов обучения, это не отход от того материала, который надо обучать. Просто в процессе ребенок не просто запоминает, а осознает уже этот материал. То есть он осознает, для чего ему нужна математика, а не просто понимает, многие учителя говорят, чтобы тебя не обманули в магазине. Потом нужна арифметика. Или осознает, почему ему нужна история, география. И все это он использует уже в своем развитии и в решении проблем. И на окончании мы уже получаем человека, который в том числе готов уже и навыками становиться энтерпренером, предпринимателем, создающим стартап. Иначе приходится развивать эти навыки молодому человеку уже после школы, а может быть и после университета. Это очень трудно. Да, когда уже личность сформирована, когда ты уже привык к моделям поведения определенным. А какие вы технологии внедрили в учебный процесс? Мы в первую очередь переподготавливаем учителей. Мы используем ряд разного типа методики, в том числе обучаем их, и они понимают, что надо учитывать ментальную модель ученика, надо учитывать то, что все дети разные, но в окончательном итоге до очень хорошего результата доводится. Плюс у нас еще есть программы по специализациям, обучение специализации будущего. То есть вот мы с первого
у нас есть программы, которые с 1 класса обучают детей робототехнике, электронике, программированию, 3D-моделированию, 3D-печати. И плюс мы еще создаем мини-инновационные лаборатории на базе школ. Плюс STEM, Science, Technology, Education and Math, становится приоритетом, но он полностью основан на проектном обучении. И это все в связке дает очень интересный эффект в плане цифровой трансформации школы. Не хочу сказать, что в Беларуси все со средним образованием плохо. Есть много У тебя хорошего, просто но мне детей, кажется, извини, что пожалуйста, такого, нету, поэтому ты так не хочешь сказать. такого не хватает, конечно. А вот такой вопрос. Я знаю, что вы это имплементировали, вот эти новые подходы в частные школы, и был пилотный проект с государственными школами. И вот каковы итоги? Частные школы, наверное, у них все хорошо, им понравилось. А вот Да. государственные, планируется ли это расширить на все государственные школы? Да, мы делали это и в государственных школах. Интерес был огромен, в том числе со стороны детей, потому что у детей появляется мотивация и желание ходить в школу, потому что уже им интересно ходить в школу, а сейчас дети в большинстве спят на уроках. А с другой стороны, учителя становятся мотивированы, потому что они видят интерес детей и видят Кажется, результат. что дети сейчас не спят, а просто сидят в телефоне. Ну, это тоже, это да. равносильно Это, направлению иногда у них внимания отнимают преподавания. отнимают Да. телефоны. Да, но еще что мы заметили, это то, что, да, государство начало подключиться к этому процессу, но еще что мы заметили, то есть проблемы с навыками не только у детей. И вот мы сейчас создали программы по обучению навыков 21 века, soft skills, уже людей, которые окончили школу, которые хотят просто улучшить свою карьеру, улучшить навыки предпринимательские, лидерские навыки, то есть это тоже невозможно теоретически развить. То есть эмоциональный интеллект не развивается там теоретическими лекциями, там креативность не развивается. Но это все можно развить до такого уровня, что получает потом хорошие результаты человек, который участвует в том числе и в бизнес-деятельности. Потому что это все связано на креативности. Есть еще есть вопросы? время? Да, времени у нас еще минут 5. Да, Ага. так что мы можем продолжать. Я вот хотел бы еще спросить, все-таки вернуться к самому началу нашего разговора. Вы нашли поддержку в Министерстве экономики, наверное, не в последнюю очередь, потому что сам были сотрудником Министерства экономики. А вот насколько важно и какими словами можно убедить чиновников в необходимости инвестировать в инновации, развивать эту систему, да, и с какими чиновниками нужно говорить? Вот на что упирать? На то, что без инноваций нет будущего, или на рост, который они могут дать, или еще на что-то? Какие тут доводы могут сработать? То есть уже вопрос стоит не так, что это надо или не надо делать. Это вопрос уже стоит так, что сколько осталось времени, чтобы страна полностью не отстала окончательно, не отстала да? в том плане, что это реально национальной безопасности угрожает. Сейчас, например, в Дании создали такой пост в Министерстве иностранных дел, как Tech Ambassador. То есть это посол, который ответственен только за коммуникацию с технологическими компаниями. Потому что сегодня такие компании, как Airbnb, Uber, Facebook, они находятся где-то и полностью трансформируют бизнес-сектор стран. Вот сколько Facebook, например, забрал рекламного дохода у телевидения, у медиа. У нас фактически, да. У вас, да. И как это происходит и в других секторах. Это все будет развиваться, или государство будет помогать сделать свои инновации, или она полностью будет зависима от других инноваций. И пока есть этот шанс, надо это делать. Мне кажется, что государством зависимость не сильно-то осознается. То есть вот я сейчас думаю, где белорусское государство и где Facebook, да? Вот понимают ли у нас чиновники, что Facebook уже серьезно влияет на какие-то процессы? Приходят эти разнарядки, что должно появиться такое-то количество что нам лайков. надо подписчиков в Фейсбуке, да? Да. У вас очень быстро можно это все наверстать. У вас 10 топ-компаний в мире, то есть 5 из 10 компаний заказывают у вас программное обеспечение, сервис. Но опять же, у нас не было много поддержки в начале. То есть всего 2 человека там понимало,
То есть они даже потом оговорили, что мы даже тоже, говорит, на начале не верили, что это выйдет. Главное не бояться, что инициатива не получится. Вот это очень важно. А раньше был такой лозунг «инициатива наказуема». То есть от этого надо отойти. А можно еще один маленький вопрос? Мы поговорили, как вот в Грузии работают со школьниками, как помогают стартапам. А ведется ли какая-то работа с представителями так называемого третьего возраста? Людям за 50 часто сложно просто объяснить, что вам не хватает немножко эмоционального интеллекта. Да. В Future Laboratory у нас есть специальный исследовательский отдел, который занимается как раз вот проблемой нейропластичности мозга, также он исследует другие элементы. Мы очень хотим активно заниматься этим процессом, потому что на любой стадии возраста мозг остается нейропластичен, и он может развиваться и обучаться. Но просто есть такое мнение, что это невозможно. Там, я уже в возрасте, у меня ничего не получится. Это не так, это можно исправлять. Просто нужна соответствующая структура и практика для вот этого возраста. Какой продукт хотите запустить? У нас есть такой продукт Go and Grow. Мы хотим его сделать глобальным и помогать людям менять и развивать свои навыки. То есть мы думаем выйти на глобальный рынок с этим продуктом и помогать как знакомиться людям, так и развивать совместно свои навыки 21 века. Класс. У нас есть еще буквально 1 минута. Расскажите, пожалуйста, что вы делали в белорусском ПВТ? Какие есть договоренности между Грузией и Беларусью? Прислушиваются ли они к вам? Или, может быть, вы что-то выносите из общения с нашими чиновниками? Мы очень много чего научились у ПВТ. У нас в 2014 году, когда я работал в правительстве, мы подписали договор о взаимосотрудничестве. Очень активно на всех стадиях нам помогали. Это хороший персонал, это квалифицированные кадры. У них есть огромный потенциал для вот трансформации процессов в стране, в том числе в области инноваций и стартапов. Я пожелаю им, чтобы они вот так продолжили этот процесс. У вас есть новый декрет, номер 8. У вас хорошо понимают это все. Ввели сейчас блокчейн тоже систему. Надо просто вот преподнести еще больше инициатив преподнести вашему руководству. И я вижу, что это им интересно, и они это поддержат. Сябры, вельмі хутка развітваюся, таму што выпуск навінаў не за гарамі. Мы размаўлялі з Іракліем Кашыбадзе, CEO Future Laboratory, пра стартап-экасістэму ў Грузіі. Дзякуй вам, Іраклі, што прыехалі да нас у Беларусі, да нас у студыю. Да пабачэння. Спасибо. Юлія Нехай, рэдактарка Бел.biz, была таксама ў нашай студыі. Павел Свердлов з боку Еўрарадыё. Пачуемся на нашых хвалях. Єврорадіо. Новини – наша справа.